В Таджикистане зафиксировано за 4 дня сход 200 снежных лавин. Сын Нуруддина Саида допрошен по делу о хищении госсредств. Садыр Жапаров устроил встречу со всеми бывшими президентами Кыргызстана. Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило более 46 800 тысяч человек. Рамзан Кадыров заявил о желании создать свою частную военную компанию. За прошедшие сутки на территории Таджикистана был зарегистрирован сход 9 снежных лавин, сообщил об этом начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умида Юсуфи. 19 февраля этого года на автодорогах Душанбе-Куляб-Дарваз, Куляб-Дарваз-Ванч, Ванч-Рушан-Харок, а также на автодороге Харок-Рашкалакбау был зафиксирован сход снежных лавин, в результате чего временно было закрыто движение автотранспорта на участках данных автотрасс. Усилиями сотрудников Министерства транспорта и привлечением специальной техники участки на территории Ванжского и Рушанских районов расчищены от последствий схода лавин, а на территории Дарвашского и Рашкалинского района работа продолжается. С 15 по 19 февраля 2023 года на территории страны было зафиксировано сход 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате схода лавин погибло 19 граждан Таджикистана. По данным агентства по гидрометеорологии страны, до 21 февраля 2023 года сохраняется высокая опасность схода лавин, силе оползней и камнепадов. Шохин Саидзода, бывший директор агентства по надзору в сфере образования и сын главы Комитета по ТВ и радио Нуруддина Саида, был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения государственных средств. Об этом сообщил начальник Следственного управления агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Насреддин Низомзода 18 июля на пресс-конференции в Душанбе. А ранее СМИ сообщали, что Шохин Саидзода подозревается в хищении денежных средств и злоупотреблении служебным положением. В отношении бывшего главного бухгалтера и 2 ведущих специалистов агентства по надзору в сфере образования возбуждено уголовное дело. Похищенные средства в размере 1 миллион 830 тысяч сомони возвращены в бюджет. Дело направлено в суд. Бывший глава ведомства Шохин Саидзода в рамках этого уголовного дела был допрошен в качестве свидетеля, сказал Низомзода. Шохин Саидзода в феврале 2022 года был освобожден от должности директора агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». О новом назначении чиновника не сообщалось. Антикоррупционное ведомство считает, что Шохин Саидзода не был причастен к преступлениям в подконтрольных ему ведомстве. Президент Садыр Жапаров встретился со всеми бывшими главами Кыргызстана. Об этом он написал в своей странице в Facebook. Пресс-секретарь президента Эрбол Сунталбаев заявил, что во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курбанбек Бакиев, Роза Тумбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков. Встреча прошла на нейтральной территории. По словам Садыра Жапарова, он сел за один стол со всеми бывшими главами государств ради стабильности, пишет 24.kg. Он отметил, что сейчас люди делятся на север-юг, на 7 регионов, становятся сторонниками того или иного президента. Тем самым весь кыргызский народ может разделиться на 7 частей. Садыр Жапаров призвал объединиться кыргызстанцев. Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 41 020 человек. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД страны, передает Дунья. Общее число погибших в Сирии достигло 5800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством. Но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аль-Джазира. Накануне спасательные работы в Турции были прекращены в 9 из 11 пострадавших провинций. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошли 6 февраля с интервалами в 9 часов в провинции Кахран-Мараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни авторшоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил боевые качества ЧВК «Вагнер», отметив, что его штурмовики берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы в военных действиях в Украине. По его словам, такие подразделения эффективны и необходимы. Поэтому после завершения госслужбы глава Чечни планирует заняться созданием собственной частной военной компании. Уже сейчас можно уверенно говорить, что Вагнер железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональное формирование нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится, написал Рамзан Кадыров у себя в телеграм-канале.